Николаев Иван Никитич родился 17 февраля в 1950 году в Аппагаинском наследии Вилюйского района Якутской АССР. В 1967 году окончил Верхневилюйскую среднюю школу имени Исидора Барахова золотой медалью и поступил в Новосибирский государственный университет на физический факультет. В 1972 году окончил НГУ по специальности физика, прикладная математика. Свою трудовую деятельность в 1972 году начал стажером-исследователем в Институте космофизических исследований и аэрономии Сибирского отделения Академии наук СССР. С 1974 года работает в Якутском государственном университете, с 2010 по настоящее время в Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Аммосова. Иван Никитич – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Общая экспериментальная физика» Физико-технического института, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный гражданин Ликаченского наслега, почетный ветеран СВФУ. Добрый день, Иван Никитич. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о школе и об университете. Как вы пришли вообще к этой науке, как физика? Добрый день. Я родился в середине прошлого столетия, в 1950 году, в Вилюйском районе, в Аппагаинском наследии. В семье колхозника. Отец у меня вообще не учился в школе. Мать окончила 7 классов. В семье нас было 8 детей. Я второй ребенок. И учился в родном наследии, где я родился. Окончил 8 класс. Затем я поступил в 9 класс уже в Верхневилюйскую среднюю школу имени Исидора Барахова. Как я попал в Верхневилюйскую среднюю школу? Когда я учился в 8 классе в своем Вилюйском районе, я занял там 1 место в районной олимпиаде по математике и приехал участвовать в республиканской олимпиаде во время весенних каникул. И там я увидел, что при награждении победителей олимпиады верхневилюйские школьники занимали все призовые места. И мне очень хотелось учиться в этой школе, Верхневилюйской средней школе. И тогда я слышал, что в Верхневилюйской средней школе работает наш земляк, родом из Аппагаинского наследия, Михаил Андреевич Алексеев, учитель физики. И мой старший брат написал письмо Михаилу Андреевичу, что мол, мой брат заканчивает 8 класс, хорошо учится, особенно по математике, по физике, и хочет учиться у вас в Верхневилюйской средней школе. Возможно ли это такое? Он написал письмо, и спустя некоторое время Михаил Андреевич ответил, что пусть Ваня приезжает не в сентябре, а в середине августа где-то. И я так приехал в середине августа Михаилу Андреевичу. Михаил Андреевич встретил меня очень приветливо, хорошо, сказал. Михаил Андреевич является моим родственником. Его отец и мой прадед, они родные братья. И я 2 года, пока учился в Верхневилюйской средней школе имени Исидора Барахова, жил у Михаила Андреевича. Поэтому я хорошо знаю Михаила Андреевича, как он работает. Михаил Андреевич очень рано вставал, 5-6 часов, и готовился к занятиям каждый день. Так он 5-6 утра встает и начинает готовиться к урокам. Я тоже научился рано вставать, и на одном столе напротив сидели Михаилом Андреевичем,
Он на одной стороне стола, я на другой. Я тоже готовился к своим урокам, домашние задания делал, задачи решал. А Михаил Андреевич тоже там занимался, вот, готовился тоже к урокам. Вот так вот я очень учился старательно. Вот, конечно, вот когда я до этого, пока заканчивал 8 класс, ну, не так занимался усердно, так, ну, в основном занятия только в классе, а так дома особо-то не занимались другими делами. А в Верхнеуфимской средней школе вот я научился самостоятельно заниматься. Ну, там действительно вот в Верхнеуфимской средней школе, вот где работал Михаил Андреевич Алексеев, были созданы все условия для самостоятельной работы учащихся. Там есть вот был кабинет физики, и там прямо на партах стояли вот такие стопки книг. Это вот учебники, учебные пособия по физике, по математике. И вот этими пособиями вот мы занимались. Вот после занятий, вот после обеда мы переходили вот в этот кабинет и самостоятельно занимались. Я понял, что действительно вот самостоятельные занятия очень многое дают. Вот если вот слушать одно вот объяснение учителя, то многое не понимаешь. А вот когда сам вот занимаешься, сам до этого сам вникаешь, тогда вот получается действительно. Вот эта самостоятельная работа, это очень многое дает. Я бы посоветовал вот тоже молодым людям, студентам нашим, самостоятельно заниматься. Потому что вот одни лекции, там, практическое занятие не так много дают, а многое дает вот самостоятельное занятие. Поэтому студентам вот нужно очень вот научиться самостоятельно заниматься. Ну, сейчас вот, слава богу, все есть, там и интернет, все там везде, любые сведения можно вот из интернета и так далее, там из электронных пособий, из электронных учебников, все это можно найти. Вот нужно заниматься. Итак, вот я 2 года вот усердно занимался, окончил школу золотой медалью, затем поступил в Новосибирский государственный университет на физический факультет. Ну, в Новосибирском университете это в то время Новосибирский государственный университет считался одним из лучших университетов Советского Союза. Ну, наряду с Московским государственным университетом имени Ломоносова, Ленинградским государственным университетом, считался вот Московским физико-техническим институтом, считался вот одним из лучших университетов. Там действительно вот университет расположен в Новосибирском академгородке. Академгородок – это вот научные институты, десятки научных институтов. И специфика Новосибирского университета такая, что там в то время не было штатных преподавателей, ни одного штатного преподавателя. Все преподаватели – это ученые, которые работают в научных институтах, лабораториях. И они приходили, читали лекции, практические занятия вели, лабораторные работы. И все это были научные работники, связанные с наукой. Поэтому вот студенты там с первых лет учебы, вот, в общем-то, можно сказать, вот, они были очень, становятся близкими к науке. А вообще вот с 3-го курса уже там практику студенты все проходят в лабораториях, в научных институтах. А 4-й, 5-й курс это вообще там все занятия, там семинары и так далее, все проходили в стенах института. Ну и дипломные работы, курсовые дипломные работы писали вот в научных лабораториях. Вот такая вот специфика Новосибирского государственного университета. Потом после окончания университета в советское время была система распределения обязательная. Вот. Я был распределен в город Якутск, в Институт космофизических исследований и аэрономии. В этом институте я проработал 1,5 года. Затем я тут встретил своего учителя, преподавателя из Новосибирского университета Исмаила Шахбазовича Алиева. Он был доцентом в Новосибирском университете и преподавал высшую алгебру.
И там вот мы во время перерыва разговаривали с Исмаилом Шахбазовичем. Ну, он азербайджанец, и у нас вот как-то язык, например, одинаковый, тюркская группа относится. И вот многие слова похожи. Вот Исмаил Шахбазович очень этим интересовался, что якутский язык, азербайджанский очень похожи. Много спрашивал о Якутии, я там, естественно, рассказывал. Потом я узнал, что, ну, рассказывал, что вот эти олимпиады, всероссийские олимпиады, третий тур проводится в Якутске, и там олимпиады проводят преподаватель Новосибирского университета. Он этого не знал, и вот после того, как я это рассказал, он уже на следующий год приехал в Якутск проводить олимпиады, и так несколько лет он приезжал, а потом, оказывается, он сюда вообще переехал на работу, стал работать заведующим кафедрой алгебры и геометрии в Якутском государственном университете. И вот он встретил меня в 1974 году и пригласил себе в университет. И он еще тут открыл республиканскую физико-математическую школу впервые в республике, вот физико-математическую школу при университете. И вот он пригласил меня работать в этой физмат-школе. Я согласился, и вот с института я перевелся вот в распоряжение Якутского государственного университета, потому что школа была при университете. И я вот немножко поработал учителем физики в физмат-школе. Потом в 1975 году по конкурсу был избран ассистентом кафедры общей физики. Вот так я стал работать преподавателем в Якутском государственном университете. И вот с тех пор прошло 50 лет. 50 лет работаю вот преподавателем. Начинал с ассистентом, потом заведовал кафедрой. 6 лет работал проректором по учебной работе Якутского государственного университета. 3 года проректора Северо-Восточного федерального университета по кадровой политике. И сейчас работаю вот в физико-техническом институте. В 1993 году вот, при университете был организован учебно-научный центр бизнеса. Вот в 90-е годы, в начале 90-х годов, вот как раз был переход вот, на рыночную экономику. И в те времена, вот, в начале 90-х годов, вот, бизнесмен, предприниматель, вот, как бы в Советском Союзе вообще было как бы ругательное слово. Никто не знал, что такое бизнес, там, как заниматься бизнесом и так далее. И вот совместно с университетом Аляска-Анкоридж вот это создавался вот этот центр, ну, по инициативе с американской стороны. Вот они хотели учить, как начать свой бизнес, как составить бизнес-план и так далее. И вот они по всему Дальнему Востоку смотрели, где можно вот организовать вот такие центры. И вот они выбрали вот один из центров. Были созданы 4 центра. Это Хабаровске, Магадане, Камчатке. И вот один из них вот в Якутске. Вот меня назначили руководителем вот с российской стороны вот этого совместного учебно-научного центра бизнеса при Якутском государственном университете. Вот 5 лет мы учили сотни людей бизнесу, как начать бизнес, как составить бизнес-план и так далее. И все вот лектора были из Соединенных Штатов Америки. И вообще центр весь полностью финансировался с американской стороны. С российской стороны там ни копейки. Ну, только вот университет предоставлял базу там. Не только учились вот люди вот бизнесу, но и проходили стажировку. Мы отправляли тоже сотни людей вот, на месячные стажировки в Аляску. Очень многих мы учили, и многие дальше продолжали, стали заниматься бизнесом. Вышли известные предприниматели, вот, например, вот Егор Макаров,
известный бизнесмен, который вот Муская, ресторан и так далее, вот чистую воду, вот он начал. Он вот учился как раз у нас, и ездил на стажировку в Америку и так далее. Вот. В 89 году поехал на стажировку в Московский университет на кафедру биофизики биологического факультета МГУ. 1 год стажировался там, а затем сразу поступил в очную аспирантуру в МГУ. И 3 года учился в очной аспирантуре на кафедре биофизики. Руководил кафедрой сейчас академик Андрей Борисович Рубин. Он у меня был научным руководителем. И вот 4 года серьезно занимался наукой. И после окончания университета как раз защитил кандидатскую диссертацию. Кандидатская диссертация посвящена биофизике. Так я стал биофизиком. После этого, после окончания университета, конечно, я переехал обратно сюда работать и продолжал работать в нашем университете. Связи с кафедрой биофизики МГУ я не терял. Там мы много лет совместно плодотворно совместно сотрудничали. Наш университет выигрывал под руководством Константина Вальдемаровича Шайтана, профессора из МГУ, кафедры биофизики. Выигрывали гранты Министерства образования и науки Российской Федерации. Несколько грантов и приносили внебюджетные деньги университету, плодотворно занимались наукой. После меня тоже несколько человек, как говорится, по моим следам, тоже поступали в аспирантуру МГУ на кафедру биофизики. Это например, Александр Алексеевич Алексеев. Сейчас он доцент нашего института. Он там аспирантуру заканчивал, там защищался. Михаил Юрьевич Антонов. Он тоже окончил очную аспирантуру. Но там, неправда, не кафедра биофизики, а от кафедры биофизики отделилась кафедра биоинженерии, открылась. Как раз Константин Вальдемарович Шайтан открыл. И Михаил Юрьевич Антонов закончил аспирантуру кафедры биоинженерии, тоже защитился, стал кандидатом физмат-наук. Также молодой наш сотрудник Федор Федорович Протопопов, он сейчас у нас заведует молодежной лабораторией радиационной технологии. Он тоже окончил кафедру биофизики МГУ, тоже защитился. Еще несколько человек тоже окончили эту аспирантуру на кафедре биофизики. А скажите, кафедра, сейчас занимается, имеет профиль, новый профиль, медицинская физика, это как-то связано? Вы с ними сотрудничаете, вы говорите, и до сих пор вы работаете, с ними? Да, конечно, медицинская физика, биофизика, это очень многое связывает медицинскую физику, биофизику. И как раз и наши сотрудники, Александр Алексеевич, Федор Федорович, они тоже работают по профилю медицинская физика, готовят студентов. И конечно, то, что они учились на кафедре биофизики, все это, конечно, пригодилось. И они сейчас успешно работают. А вы помните свое первое занятие для студентов? Как оно проходило? Волновались ли вы? Да, для кого это занятие было? Конечно, помню. Это я помню первые лекции. Тогда, в те времена, молодым ассистентам доверяли читать лекции. И я помню первые лекции в 402
второй аудитории, это в главном учебном курсе, в этом же корпусе, вот северное крыло, очень большая такая аудитория. И я читал лекции студентам, полный зал, конечно, очень волновался. Для кого? Для каких студентов? Для физиков? Да, нет, это для студентов инженерно-технического факультета. Ага. Вы тогда начинали. Да, ага. Ну, я преподавал и вот в инженерно-техническом факультете, сельскохозяйственном факультете. Ну, потом вот с 80-х годов уже в медицинском институте. А как вы готовились тогда к занятиям? И сейчас так же готовитесь или нет? Читать лекции, это очень нужно очень тщательно готовиться, потому что это, особенно для молодых преподавателей, это такое очень серьезное дело. И, конечно, вот те времена очень тщательно готовился. И ну, сейчас тоже, конечно, готовлюсь, но не так, как вот те годы, когда... В те времена. Да, опыт все-таки есть, опыт. У вас уже, наверное, свои учебные пособия имеются, так? Да, учебных пособий у меня много. Сейчас вы преподаете для физиков или для специалистов? Ну, я сейчас читаю лекции, вот, много лет читаю вот, не только лекции, но занятия, практические занятия, лабораторные занятия для студентов медицинского института. Ну, кроме того, я читаю лекции студентам Института математики и информатики вот, по профилю фундаментальная математика и вот для студентов профиля направления информатика, вычислительная техника. Расскажите, пожалуйста, про свою семью. У меня жена, 3 детей. Ну, дети все взрослые, все с высшим образованием. Так, старшая дочь работает в Росреестре, ведущим специалистом. Старший сын работает начальником энергетической службы в частном предприятии. Младший сын работает в комитете драгметаллов и камней республики. Все они семейные. У меня 9 внуков и еще 2 правнуков. Так что... Вы еще и прадедушка, оказывается. Да, я прадедушка. А кто-нибудь из внуков, ну или вот из детей интересуется вообще? Они заканчивали техническое у них образование, да? Ну, как говорится, по моим стопам пока один внук. Он в прошлом году поступил в Томский политехнический университет по направлению ядерные физика и технологии. Учится на первом курсе. Да, сейчас учится на 2-м курсе. На 2-м курсе. Успешно пока учится. Так, а у вас имеются какие-то семейные традиции, да? Ну, у меня вот все дети, все вот живут в Якутске, работают в Якутске. И, конечно, вот мы все праздники, Новый год все вместе встречаем. Это обязательно каждый год встречаемся. Вот у меня, у старшего сына большой двухэтажный дом свой. Вот всегда вот каждый Новый год мы там собираемся. Семейные праздники тоже все вместе проводим. Вот так я сам люблю охотиться. Охотиться на уток в основном. И вот старший сын тоже вот увлекается охотой. И вот мы с ним вместе весной и осенью охотимся. Вот такое хобби, да, у вас? Да, это хобби, это охота. Весной, осенью? Да, весной это вот у нас я вот по дальневосточному гектару вот получил участок у себя там на родине, в Вилюйском районе. Есть охотничьи угодья. Там своя избушка есть и так далее. Там вот, и вот мы со старшим сыном вот
каждую весну там охотимся. Таким образом вы отдыхаете. Да, ну, конечно, вот весенняя охота, вот увидеть как раз в мае, там, с 11 мая, там, с 14 мая там открывается сезон охоты. В это время как раз вот начинается весна, так пробуждение природы, вот, снег интенсивно тает, там, видеть ночью, вот как встает солнце, 2 часа. Вот физики, Это лирики, да? Ага. очень прекрасная, очень хорошая картина. Вот. Ну и в заключение, что бы вы хотели пожелать своим коллегам, да, студентам нашим? В советские годы, да, когда был вот Якутский государственный университет, физический факультет, это стать вот физиком было очень престижно. Конкурс был большой. Не только вот для поступления на факультет, но и вот поступить вот преподавателем вот на конкурсную было очень трудно. Всегда был конкурс, там трудно было попасть в университет преподавателем, это было очень престижно. Так? Но вот в последнее время, к сожалению, вот престиж немножко вот, ну вообще я бы сказал вот таких вот тяга к фундаментальным наукам вот немножко вот упал. Сейчас конкурс, как говорится, совсем небольшой, да и желающих вот именно заниматься вот физикой, математикой, ну математикой не скажу, но вот именно вот физикой желающих стать преподавателями физики, конечно, не так много стало. Но хотелось бы сказать молодым людям, что физика – это наука очень интересная, преподавательская работа сама по себе очень интересная работа. Работать с молодежью, вот, ну, мне лично вот всегда нравился. Вот, даже когда я учился вот в Новосибирском университете, была там воскресная школа. И в этой воскресной школе занимались учащиеся старших классов, приходили, и вот студенты работали там, вот, ну, вели вот эти занятия. Я там, вот пока работал студентом, я вот в воскресной школе работал. Вот с тех пор я люблю вот работать со школьниками, со студентами. И вот поэтому меня потянуло вот стать преподавателем. Ну, хотелось бы, пожелал бы молодым, что это очень интересная работа. Особенно вот физика, математика, это точные науки. И очень интересно работать. Ну, хотелось бы, чтобы наш вот институт, физико-технический институт развивался, открывались новые перспективные направления, какие-то открывались новые программы, может быть, вот сетевые программы, чтобы совместно вот с другими университетами, с другими институтами вот, велась подготовка кадров. Нужно побольше связей с другими вузами. Хотелось бы, чтобы наш институт развивался, чтобы было много молодежи. Вот такое пожелание.